Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Под их струн». Я ее ведущий Анатолий Длуцкий. Как всегда, мы программу делаем вместе, поэтому задавайте нашим гостям вопросы, делитесь своими впечатлениями и комментарии оставляйте на сайте www.3belarus.by. Меня зовут Александр Идельчик. Не знаю, что о себе рассказать. Не так часто я этим занимаюсь. Я не занимаюсь концертной деятельностью. Особо, вот в каких-то случаях для своих пою. Насколько хорошо, судить вам. А сегодня у нас в гостях композитор, исполнитель Александр Идельчик и Анастасия Федорцова. Александр, представьте вашу спутницу. Потому что, когда я спросил вначале, я говорю, вы актриса? Она говорит, кто? Я мать, жена и просто замечательный человек. Оказывается, не ваша жена, поэтому... Я вообще второй раз вижу уже. Его мать. Нет, она чудесная певица. Я немножко позже расскажу о том проекте, в котором мы с ней сотрудничаем. Это не авторская песня. То есть она преподаватель вокала, и остальное я просто не знаю. И это хорошо, у вас впереди большое будущее. Александр, с чего у вас началось знакомство с авторской песней? Не знаю, тогда это действительно называлось авторской песней. Тогда? Тогда. Сейчас немножко более широкое понятие стало и более разностороннее, скажем так. Как у всех. Я не скажу, чтобы я много слушал Акуджаву, Высоцкого. Да, я слушал много, я его собирал. Не помню, кто меня этим заразил, но я пытался собрать, когда-то выпускали такие, было 44 пластинки, по-моему, выпускали Высоцкого, и я часами ждал возле магазина, чтобы купить. Все равно не собрал всю коллекцию. У моей мамы была вся коллекция. Но вы автор-исполнитель? Скажем так. Своих стихов у меня очень немного, скажем так. Да, всего... больше как композитор. Больше как композитор. И чужих песен я пою крайне мало, потому что, Потому что есть свои песни. Нет, потому что я не считаю, что я их сильно украшаю. Если я считаю, что вот я могу их сделать под себя, значит, я беру песню. Если не могу, просто обезьяничать тоже не хочется. Это очень правильно. Давайте с какой песни начнем? Она такая, условно, пиратская. На моем корабле порядок, я корсар, капитан, чудак. Ах, фортуна, пока ты рядом, нам не страшен любой бардак. Но надолго ли силы хватит промывать золотой песок? Посмотри, куда снова катит то квадратное колесо. Так поднимай черный флаг на рее, но прозрачных рук не морай. На моей шее, на моей шее, на моей шее вы едете в рай. Я знаю за все удачи, что сейчас посылаешь ты. Мне придется платить иначе, чем подручным моим пустым. Исполняющий невиновен, он ведь с краю, не на краю. И убивший всегда спокоен, а убитый всегда в раю. Так поднимай черный флаг на рее, но прозрачных рук не морай. На моей шее, на моей шее, на моей шее вы едете в рай. Ничего не пропало в туне, истина за моей спиной. Ах, зачем ты добра, фортуна? Ах, зачем ты всегда со мной? Так поднимай черный флаг на рее, но прозрачных рук не морай. На моей шее, на моей шее, на моей шее вы едете в рай.
Спасибо. А это из какого-то спектакля или просто? Нет, просто. Просто песня, да? А вот вы начали говорить о том, что стихи используете поэтессы из Полоцка Леры Сом. Почему именно ее творчество? Знаете, как когда-то в молодости я пришел к какому-то такому выводу, что замечательно, когда есть возможность познакомиться с автором стихов. И съездив в Полоцк, не знаю, помнит ли сама Лера об этом, познакомившись с ней, она мне выдала рукопись на русском языке. Она с тех пор практически не пишет, по-моему, насколько я знаю, на русском языке, пишет только на белорусском. И эта рукопись есть там в нескольких экземплярах, если ее не издали, я не знаю, честно говоря. Ну вот я не знаю, она как-то попадает мне в настроение. Я периодически оттуда что-то беру. Ну, сейчас уже меньше, тогда вот попадало больше. Но так странно, если по большому счету, что обычно женские стихи, они какие-то такие особые. И женщины в основном поют, да, если это песня. А как-то так мужчин, ну, значит, запало, тронуло. Так у меня большинство стихов на женские стихи. Вот поэтому у меня есть. Анастасия. Да. То есть, когда тогда, вот 15 лет назад мы немножко ездили, тогда эти песни пела Анжела Худик. А ездили куда вы ездили? Ну, какие-то такие. Концерты? Да, ну, минимальные концерты, там, что там было в 90-х годах. А в фестивале вы участвуете? На фестивале. Когда-то, да, ну, я, наверное, должен объяснить, что я лет 10 вообще практически, почти, или 15 даже, практически не брал гитару в руки. И хорошо это или плохо, ну, в чем-то хорошо, в чем-то плохо. А в связи с чем, почему? Ну, вот отпала какая-то внутренняя необходимость. Не знаю, почему-то, вот потому что. Ну, хорошо, что вернулось желание. Да, ну, возможно, за это время отпали песни, которые были недостаточно хороши. То есть фильтр такой прошел. И это хорошо и здорово. А сейчас новые песни, пожалуйста. Какую песню вы споете? Спою песню на стихи Татьяны Бек, это московская поэтесса. Не буду называть, как. Вот как она, вот стихи. Вот и кончена разлука, ливнем разразилась тишь. Школьная моя подруга, ты на родине не гостишь. Умница и балабока, не озлобившая дух. О, как страшно, о, как долго мы не говорили вслух. Горбоносая печуга, не желая быть чужой, ты тогда ушла из круга и взлетела над межой. Сгинул Славка, умер Вовка, оступившись на лету. Те, кто звал тебя жидовка и любил за доброту, и гулял с тобою вслякоть, знаю, прилетев домой, ты ночами будешь плакать над могилой и тюрьмой. О, как время губы студит, будь то север или юг, никогда уже не будет у меня таких подруг. Но рыдание успокоит в этом горе и тепле. Я скажу, что нет изгоев на земле. Спасибо, Александр, очень здорово. А вы так мастерски с гитарой, вы учились Учусь. всю жизнь?
Ну да, то есть... Нет, но и игры на гитаре вы учились? Да, ну, немножко я учился там в детстве, потом как самоучка. А, возможно, вот спустя эти 15 лет я наконец-то стал слышать то, что я хочу получить. Ну, а сейчас я взял еще и репетитора, который мне иногда помогает. Потому что очень легко, так кажется, просто, а все здорово. А с Анастасией вы часто репетируете? Потому что она знает, где вступить, она точненько все это отрепетировано. И помогает, я гляжу, вы как-то так загораетесь, когда она помогает. Да, Нет, я очень первый раз эту песню слышу. Анастасия, не обманывайте нас. На самом деле мы репетируем часто, то есть приблизительно раз в год. Ну, как у меня бывают концерты, так... А концерты бывают раз в год? Ну, это в лучшем случае. Вот у меня в феврале был первый концерт за последние 15 лет, хоть какой-то. А, ну, вот в этот год, там, спасибо Оле Залесской, которая меня немножко повозила по фестивалям. Там где-то что-то я там Ну, поел. вам понравилось ездить по фестивалям? Выступать? Нет, я очень мало выступаю. Я в основном езжу как либо как гость, либо как звукорежиссер. А вот в Польше я немножко поездили. Так получилось, так сложились обстоятельства. Я не планировал там выступать, но так получилось, что там неделю мы каждый день играли. Ну, я вам скажу, не надо стесняться и бояться этого, потому что у вас очень хорошо получается. Пожалуйста, еще песню. Анастасия когда начнет петь? Ну, вот, видимо, придется сейчас. Шекером она очень хорошо. Ритмично, точно. Первый раз взяла. Чья музыка, чьи стихи? Лера Сом, ну, музыка. Музыка всегда твоя. Да. Пожалуйста. Когда я забуду, что мы не одни, когда я поверю, что это не сон, когда я решу обещание хранить, ты будешь спасен. Когда я устану искать чей-то свет, когда я увижу, что время не все, когда ты поймешь, что удача во мне, ты будешь спасен, ты будешь спасен. Когда ты забудешь о той, что придет, когда ты привычное выбросишь вон, когда ты захочешь на мой поворот, ты будешь спасен. Забыв о вопросе, услышишь ответ. Свой сахар отвалишь одной из сластен. Ты твердо решишь, что спасения нет, и будешь спасен. Ты будешь спасен. Когда я забуду, что мы не одни, когда я поверю, что это не сон, когда ты забудешь о той, что придет, когда ты привычное выбросишь вон, когда ты будешь спасен. Ты
Браво, Александр, почему ты так, глядя на Анастасию, засмеялась? Она что-то где-то неправильно спела. Нет, я я- как раз таки все правильно. Я вот я хотел спросить, Анастасия, Да, она все правильно, но я. но этого никто не заметил. А Анастасия, вы профессиональная певица? Да. Да? Анастасия, Александр, у нас в передаче самое главное – это песня. Поэтому давайте еще песню. Жалко будет, когда вот поговорим, а песен споем мало. Поэтому больше песен, чтобы было. Давайте. Какая песня, чья песня? Это поэтесса такая Ирина Ратушинская. Я случайно ее сборничек стихов нашел в библиотеке. Тогда о ней мало кто знал. Ну, мне так казалось, не знаю, возможно, я ошибаюсь. Но вот мне она попалась только там. То есть у нее разные стихи. Есть более сильные, есть не очень сильные, но у нее очень драматичная судьба. Много стихов она написала в тюрьме сидя. А потом она уезжала, потом я знаю, что она приехала в Москву. Но вот несколько стихотворений я использовал для этого. Ну, вот как-то совпало мне. Ну, такая, не сказать, что новогодняя. Такая новогодняя, но не очень веселая. Да. Тогда это предновогодняя. Тридцать первого день-дон, ближе к полночи сгинь сон. Я с тобой пойду глаз в глаз в новогодний пляс. Размахну подол кружева, закружи, сокол, чуть жива, чтобы свечечки все в одну, чтобы душеньку всю в струну, чтобы горюшка в дым в окно, чтоб в глазах темно. А глаза-то я подвела, а под сердцем то не игла, то ресничка вынь, да снежок смахни с головы, шитой скатертью крыт стол, да каемочка вся крестом, а стаканы дым наливай полней, глянь, хвоинка на дне. Так и пей, 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 пей. Я с тобой глотну новогодний лед, я тебя втяну в танцы напролет. Это наша ночь, динь-дон. Да исполнится, загадаю сон, да исполнится, загадаю сон, да исполнится, динь-дон. Спасибо большое, здорово очень даже. А давайте поговорим о вашем проекте «Буренка». Буренка Даша. Буренка Даша, да. А называется проект «Буренка Даша»? Да. Да, то есть его можно искать на YouTube. А почему Даша? Так зовут главную Так-то- героиню. А буренка это корова? Да. Конечно. Ну вот, собственно, Буренка Даша, да. То есть Настя поет там партии за Буренку, да, назовем За это маму. деликатно, да, за маму, да. Есть бычок Борька. Это то моя есть, дочь. Вот, да. Так это как какой-то спектакль, да? Нет, это мультфильмы. Изначально мы писали, в основном переделывали старые песенки. Народные. Там «Баюшки-баю», там, что там еще, «Два гуся» и так далее. И наши белорусские аниматоры рисовали картинку. То есть, переделывали аранжировку, перепевали это все, немножко менялся текст. И рисовали красивую, хорошую картиночку, такую добрую, детскую. То есть, Очень изначально... для малышей от года до 4. То есть Да. для самых маленьких. А вы проверяли уже, да, для кого-то? Проверяли от года до 4. Ну, к моему удивлению, вот последний у нас уже сделано порядка 30 мультиков. Ну, почти сделано. 30. И от года до 4? Да, для самых маленьких. И вот сейчас Это же надо быть каким мастером, они же понимают, чувствуют, их не Конечно, обманешь. Конечно. Это не то, что можно там позже уже задурить голову когда-то. Последний мой уже 6-летний с удовольствием смотрит, там вот он включает и там. Ну, сейчас вот появились уже более авторские песни, то есть, которых не было, скажем так, но которые, на мой взгляд, очень хорошие. Я там не писал музыки, я там сотрудничаю исключительно как звукорежиссер. Ну, то есть я собираю песенки и делаю какие-то там шумы, там, вот мультики.
Вот Настины несколько песен, я так понимаю, Как автора. как автора. Автора текстов. Не музыки. А тексты? А тексты еще одна талантливая поэтесса Екатерина Нестер пишет. И другие авторы. У нас много, в нашем проекте много талантливых Вы авторов. так заинтриговали, давайте споем. Не, мы оттуда и поем. Пока не поем. Там все очень много, поэтому я пока не решаюсь эту гитару перенести. Я думал, вы из того проекта ничего не поете. Нет, то есть там все в интернете, там все, то есть такими с большими аранжировками. Нет, пока у меня была мысль, это диалог. Диалог мужчины высоких идеалов с девушкой широких взглядов. И вы будете петь вместе. Да. Ждал уже, думаю, ну когда вы споете вместе? Ах, бонжур, мадемуазель, вы так прекрасны, так уже вы мне откажете хоть в толике внимания. Месье немного низковат, но у меня широкий взгляд, я обещаю отнестись к вам с пониманием. Мадемуазель, вы так добры, мы знаем правила игры. Ах, не хотите ли при свечах откушать ужин? Месье немного полноват, но у меня широкий взгляд, и ужин, несомненно, будет нужен. Мадемуазель, вы розы цвет, я предлагаю тет-а-тет, ну, скажем, в полночь, в парке под луною. Месье немного лысоват, но у меня широкий взгляд и свежий воздух чудо делает со мною. Мадемуазель, я весь горю, я о любви вам говорю, я человек таких высоких идеалов. Ой, месье немного староват, но у меня широкий взгляд. Давайте, прыгайте скорей под одеяло. О, c'est charmant et magnifique, о, сладкий миг, когда старик и дева юная к утру уснут устало. Ах, отношения легки, когда и взгляды широки и высоки, но в меру идеал. Спасибо, очень здорово. Александр, вы по профессии звукорежиссер. Да, я так понял, что для вас авторская песня – это хобби. Да, ну, может быть. Да, но уже которая стала где-то... Но оно же все связано. То есть я в 98 году я ушел с телевидения на радио в профессию звукорежиссера для того, чтобы записать себя и друзей. Да, вот прошло 20 лет. Ни я, ни друзья не запишем. А чему вы учились в этой жизни? Кто вы по профессии, если пошло на то? Нет, я учился, то есть я закончил, после того, как я пошел на радио, я закончил нашу Академию искусств по специальности режиссер звукового оформления. Ну это серьезно. Да. Я к чему веду? Я веду к Анастасии. Она так красиво поет и по-актерски, особенно вот в этой миниатюре, скажем так. А вы кто по профессии? Я вокалист профессиональный, магистр искусств, преподаватель Университета культуры и искусств на кафедре искусства эстрады. Я дипломирован. Поэтому я к чему? Поэтому так по-актерски вы разыграли. Вы где-то показываете вот это произведение ваше? Да нет, в общем, это очень редко вот так вот в процессе концертов. Ну, жалко, потому что такое украшение любого концерта, любого фестиваля. Да, очень даже здорово. Давайте еще что-нибудь. Романс на свои, не стихи, ну, текст мой, скажем так. Вот ты видишь как, а ты все... Так и он есть. Да. Есть, да. Это только одно произведение. Ну, у меня два своих, скажем так, три. Ну, давайте начнем с самого главного.
Я не грущу, я просто вспоминаю. Мой век золотой закончился давно. Увы, мой друг, я это точно знаю. Осталось пить бургундское вино. Как мы дрались, победы не считая. Теперь молюсь, да будет прощено. Он мне простит, я это точно знаю. Он тоже пьет бургундское вино. Он мне простит, я это точно знаю. Он тоже пьет бургундское. А как любили, что ты понимаешь? В любви, мой друг, нам важно лишь одно — не потерять. Я это точно знаю. И вместе пить бургундское вино. Александр, браво! Самое главное не потерять. Не потерять. Очень здорово. Если это только начало, надо идти этим путем. Очень здорово, я серьезно. Анастасия, вам понравилось? Да, мне вообще нравится все, что Да, делает. очень-очень даже хорошо, Александр. Поэтому не бросайте. Что А чем вы смущали? занимаетесь? Ну ничего, что вы смущали. Чем вы занимаетесь, кроме того, что вы звукорежиссер, хобби у вас, я так понял, или будет скоро жизнью авторская песня? А, я знаю, что вы еще фотохудожник. Ну, фотохудожник, не знаю, как фотохудожник, ну, просто мне нравится фотографировать. Ну, да, в общем, нравится. Я не пытаюсь пока зарабатывать этим денег. Мне кажется, что вот по опыту моему звукорежиссерскому, когда начинается такое вот жесткое зарабатывание денег, тогда заканчивается творчество чаще всего, к сожалению. Мне пока важнее то, что нравится. Ну и так, если подумать, то я начинал, в общем, помощником оператора, поэтому на телевидении. Я тогда занимался фотографией, просто я вернулся тоже, так же, как с авторской песней. Ну, во что это все выльется, посмотрим. Жизнь покажет. А очень красивая вот эта песня. Ее, если предложить режиссеру в кино, мне кажется, если будет такое... Романс красивый. Да, достойное кино, достойное, потому что и по музыке, и я вам скажу больше, Александр, ваше исполнение вроде бы так небрежно, но вы прошли жизненный путь, вы знаете цену этой жизни, поэтому самое главное, как в песне, не потерять. Это, знаете, на одной этой самой тусовке в Питере, когда-то мы ездили на фестиваль, я показал эту песню, мне сказали: хорошие стихи хотите, мы напишем на них музыку. Я очень обиделся, а потом подумал, ну что, каждый имеет право на свое какое-то видение. Видение. Просится спеть что-нибудь вместе с Анастасией, если у вас есть. А живу я спокойно так, каждый день, как литой пятак, одинаковый бег петель и метель в окно, метель. А тебя я не жду совсем, это стало понятно всем. Вечерами индийский чай
и свеча в окне, свеча. А зачем я еще пишу? Просто ручку с собой ношу, на плечах растет голова, из нее и ползут слова. Ах, забросить бы свой блокнот, позабыть бы название нот, погасить на окне свечу и уснуть бы. Могу, не хочу. А живу я спокойно так, каждый день, как литой пятак, одинаковый бег петель и метель, метель, Здорово. Ну, вот она, я ее когда-то сам пел, но потом так лучше зазвучало. И оно, знаешь, я вот, Анастасия так по-актерски она спрашивает, я думал, она выпала из песни, да, спросила, а оказывается, это в песне так. Настолько точно, настолько веришь. Очень здорово. Еще что-нибудь есть у вас? Обоюдно. Не, обоюдно. Сейчас остались только мои. Острое. Вам придется мучиться. Только твои? Нет. Александр, не делай мне такой вид, что я сижу и мучаюсь. Мне очень приятно, я искренне. Я опять рад, вот как ты, повторяюсь, как ты на гитаре играешь, сколько это симфония целая, как Анастасия точненько поет. Еще тогда песню твою. И стихи болтались в голове, не найдя бумажного листка. В завагонной мутной синеве вьюжила зеленая тоска. Кто-то перепутал города или перевыдумал людей. Мне бы лучше ехать не сюда, мне бы не затевать моих затей. Только поезд тупо гонит ночь вдоль незамороженных огней. Уходящим в полночь не помочь, уходящим в вечность кануть в ней. И стихи болтались в голове, не найдя бумажного листка. В завагонной мутной синеве вьюжила зеленая тоска. Спасибо. Ну, как отрепетировано у вас хорошо. А интересно, какую музыку ты слушаешь? Я? Да я же звукорежиссер, я же музыку вообще не слушаю. Я вообще никого не слушаю. А же, может быть, ты для себя открыл какого-то нового исполнителя? Не, я композитора? много слушаю, много отслушиваю. А что-то остается. Ну, я пришел к выводу, что я люблю такие лаконичные вещи, то есть и не сильно привязываюсь. Ну, конечно, я тяготею к такому блюзу, джазу,
Александр, крайняя песня. Не выключай лишь свет в окне, и я приду к тебе под вечер. Накроем стол, поставим свечи, поищем истину в вине. Начну плести двойной узор под звуки старенькой гитары, вплетающий в мотивчик старый. За разговором разговор. И будет литься речь моя светло, торжественно и плавно, то задушевно, то забавно, как звон весеннего ручья. И будешь, сидя предо мной, молчать внимательно и верить. Но час придет, я выйду в дверь, не торопясь уйду домой. И будешь думать обо мне, мечтать о следующей встрече. И я опять приду под вечер, не выключай лишь свет в окне. Замечательная точка в нашей беседе. У нас в гостях были Александр Идельчик и Анастасия Федорцова. До новых встреч. Будем очень рады всегда. Дорогие друзья, это была программа «Подых струн», и я ее ведущий Анатолий Длуцкий. Заходите на наш сайт www.3belorus.by, предлагайте авторов и исполнителей, которых вы бы хотели видеть в нашей программе. Счастья вам, здоровья и любви.